Расскажите, пожалуйста, Андрей, как вы пришли к вегетарианству? Вообще я изначально занимался спортом, то есть восточным единоборством. И у меня бывший тренер, он как раз был вегетарианцем очень давно. И я всегда удивлялся ему. Человек вроде не ест мясо, а выдерживает такие нагрузки. Ну и стал себе задавать вопросы, а нужно ли оно, тем более была забота о своем здоровье. Вот. И я подумал, что бы не попробовать, и решил попробовать. Вот, на самом деле, когда я попробовал, ощутил прилив сил, позитивное настроение. Поначалу, конечно, организм перестраивался в какой-то степени, вот, а затем просто пришло как естественное. А вот как вы считаете, что вот вегетарианство дает человеку? Вообще, само по себе питание, от того, как мы питаемся, зависит функция нашего организма, то есть вплоть до строения. Даже есть такая поговорка, наше развитие зависит от того, что мы едим, с кем мы общаемся и на кого мы работаем. Да? Вот. Принимая такое питание, первое, что человек делает, он отказывается от насилия, то насилие, которое применяется к животным. То есть в данном случае ты получаешь хорошую полноценную пищу, богатую белками и углеводами. То есть этот продукт, он сам по себе хорошо усваивается. Если, допустим, провести элементарный эксперимент, взять, допустим, тот же белок, продукт белковый, это сыр, и поместить его в кислотную среду, аналогичную кислотной среде человеческого организма, и мясо, то сыр, допустим, растворится где-то за несколько минут, а мясо минут 15 будет еще там растворяться. То есть о чем говорит? То, что это быстро усваивается, быстро получает организм питательные вещества, естественно, все полноценно функционирует и не испытываешь нужды в чем-то другом. Вот среди народа бытует мнение, что вот вегетарианство вредит здоровью. Как вы сами считаете? Во-первых, нужно определить источник. Допустим, если это говорит какой-то врач, обычно люди обращаются к врачам по каким-то проблемам, то это, скорее всего, земский врач. Там где-то в деревне живет, лечит людей, не учится, потому что сейчас я очень много общаюсь с людьми, диетологами. Вот. Эти люди, все ученые, в принципе, признали полезность вегетарианства. Даже если у человека случаются какие-то проблемы со здоровьем, первое, прописывают какую-то диету. То есть зачастую это продукты растительного происхождения. Вот. И, скажем, в данной области, если человек начинает питаться, то он получает явный эффект. И второе еще, откуда это все идет, вредно. Это в 1947 году проводили эксперимент. То есть 1947 год в Китае. То есть был голод, и люди питались фактически одним рисом. Это понятно, рис, скудная еда, у людей возникали заболевания. На основе этих данных они распространились, и принято, что вегетарианство вред. Но вегетарианская пища, она не такая. Она полна жиров, белков, углеводов. То есть если полноценно питаться, то можно намного быть здоровее. То есть я выбрал такую позицию из эстетики. Это эстетичное питание, здоровое питание. То есть абсолютно такое. Ну что ж, тогда приступим к блюду. Давайте. Хочу представить вам такое блюдо. Это рис с фасолью. Сетует мнение, что вегетарианская пища – это дорогое питание. Хочу опровергнуть это утверждение. Потому что все, что здесь стоит, это все продается в магазинах. То есть, причем все бюджетное. Берем чуть-чуть масла сливочного и растительного. Приступим. Давайте. Мелко нарезаем. Скажем так, что морковь, она содержит витамин, который влияет на зрение хорошо. То есть нехватка этого витамина может привести к потере зрения. Фасоль, она богата белками, рис углеводами. Что касается специй, ни одна восточная кухня не зря не обходится без них. Потому что специи, они имеют роль как в переваривании нашей пищи. То есть возбуждают рецепторы, выделяются нужные кислоты, которые способствуют лучшему усвоению продукта. Берем кастрюлю, желательно толстостенную, разогреваем ее. Затем берем масло, обычное растительное масло. Добавляем. Вообще считается, чем больше масла, тем лучше. Берем нашу нарезанную морковь, обжариваем это все. Как только морковка становится золотистой, мягкой, добавляем фасоль. Фасоль, она предварительно отваренная, так что готовится она очень быстро, обжаривается.
жарим примерно где-то также минут 5. Добавляем специи. Специи здесь сборные травы. Называется карри. Опять же, специи добавляем в зависимости от того, что мы хотим. Если мы хотим пище придать аромат, то добавляем непосредственно в масло. Если мы хотим извлечь всю пользу от специй, то добавляем в последний момент варенья, за 5 минут. Тут же можно добавить соли в процессе обжарки. Так, следующим этапом будет добавление риса. Рис мы выкладываем уже на поверхность. Рис промыли, рекомендуют раз 5 промыть его, чтобы он стал чистым, равномерным, вот так вот. Выложим. Берем водички, наливаем. Вот так где-то, чтобы сантиметра 2 было над поверхностью. Закрываем крышкой. Включаем медленный огонь. И доводим до готовности. Вообще вегетарианская пища, она готовится значительно быстрее, чем мясная пища. Потому что время приготовления продуктов того же риса сокращается. Вот. Естественно, это подходит для людей, которые живут в современном мире. То есть, когда нужно много времени и готовить зачастую многим некогда. И из-за этого люди пользуются полуфабрикатами, которые не совсем подходят для здоровья. Вот. Здесь чем можно занять свое время? Как я делаю? Лучший вариант, если вы готовите, слушать какую-то хорошую музыку. То есть, знаете, да, то, что если человек готовит пищу, он вкладывает туда свое настроение, свою энергию. Вот. Я обычно чем занимаюсь? Я включаю параллельно какую-то лекцию образовательную и ее слушаю. То есть, получается, два дела я одновременно готовлю, вот, и слушаю. Если нет других блюд. В это время можно строгать какой-то салат делать, допустим. Приготовить все на стол, допустим, разложить. А вот в плане спорта... Да, я тоже занимаюсь спортом, вот тоже говорят, как же так, мясо не будешь есть, сил никаких не будет. На самом деле это тоже неправильное суждение. Очень много спортсменов в мире, которые мировые рекорды ставили, они вегетарианцы. Я сам занимаюсь по 1,5 часа в день спортом, свой клуб у меня. И скажу так, что люди, которые вегетарианцы, они намного выносливее, чем обычные люди. Можем добавить еще под конец и сливочного маслица. Так, равномерно его растопим на поверхности, что даст вкус, придаст еще и вкус. Осталось, наверное, подождать чуть-чуть, минут 5. Как раз лишняя жидкость выкипит. Продукт должен получиться рассыпчатым, и вкусным. Конечно, если человек начинает что-то готовить, первый раз нужно, естественно, приспособиться к огню, к посуде. По времени, в среднем, если взять, это приготовление этого блюда займет всего минут 15, от силы 20, в зависимости от того, как будут подготовлены ваши ингредиенты. Блюдо, собственно, готово. Осталось его только украсить. Украсили, придали эстетический такой вид. Помидоры, огурчик. Теперь будем дегустировать. Что ж, давайте попробуем. Честно говоря, я до этого момента не думал, что без мяса еда может получиться так питательным. Вот сейчас попробовал блюдо, которое вы приготовили, и убедился, что еда без мяса может получиться питательным и очень вкусным. Спасибо вам, Андрей. Приятного аппетита. На здоровье. Я хочу сказать то, что на самом деле, если человек хочет правильно жить, правильно питаться, то он должен хотя бы попробовать. Сейчас очень много рецептов везде, в интернете, так что интернет вам в помощь.